How are you? Как твои дела? Good. Классно. How are you? Good. Yeah, that's perfect. Так проходит урок английского языка в центре Комкор. Ученики – люди с ограниченными возможностями. Здесь же они занимаются рукоделием, посещают кулинарный кружок и учатся компьютерной грамотности. Возрастных цензов нет. Здесь принимают абсолютно всех. Сделать так, чтобы наши читатели особые не чувствовали никаких барьеров, а приходили к нам с удовольствием и занимались здесь творчеством, а может быть и, конечно, у нас еще курсы по программированию есть, да, есть обучение, специально у нас есть ноутбуки, на которых программа для обучения компьютерной грамотности слепых и слабовидящих ребят. В центре есть и небольшая библиотека с книгами, напечатанными шрифтом Брайля. Всего на полках около 350 произведений. Особая литература для слабовидящих в дефиците. Новых книг почти не выпускают. В государственных библиотеках остались лишь материалы со времен Советского Союза. И только на русском языке. Раньше были эти библиотеки и в Токмаке, и на Иссыкуле, и где-то еще, но сейчас позакрывались во многих местах, и осталась только здесь, в Бишкеке, одна библиотека, действующая именно. И я туда хожу часто. Искендер Султаналиев не понаслышке знает о проблеме. Сам он потерял зрение в юношестве и попросту не имел доступа к специальным книгам. Почти все образовательные материалы шрифтом Брайля находятся на базах интернатов для слабовидящих. Ими могут пользоваться только ученики школ. Тем, кто потерял зрение в более позднем возрасте, приходится нелегко. Такие люди, получается, мы выпадали, да, из этого обучения, из образования. И вот тогда я загорелся идеей создать общественный фонд. Впоследствии мы его назвали «Феномен». И далее идея заключалась, почему феномен? Чтобы люди после наших курсов, да, после нашей мотивации выходили феноменальными людьми. За несколько лет фонд напечатал шрифтом Брайля десятки книг, в том числе и на кыргызском языке. 13 произведений отечественных авторов попали на полки библиотек благодаря Искендеру. Не забыли и про детей. Для них выпустили сборники с загадками и песнями на государственном языке. Самый любимый труд Искендера – учебники для слабовидящих студентов. Вот этим проектом я действительно очень сильно горжусь. Почему? Потому что мы этим самым помогли нашим незрячим студентам в получении высшего образования. Ведь человек образованный – это уже он 50% успеха в кармане. Мы издали 18 наименований учебников на языке Брайля. Пока проект охватил 3 направления – медицину, юриспруденцию и музыку. Многие слабовидящие благодаря этим учебникам находят себя в лечебном массаже, поступают в консерваторию и изучают право. Камила Валиева, Самат Алашбаев. Настоящее время. Азия. Бишкек, Кыргызстан.